СМИ сообщают о новых взрывах на аэродроме российской стратегической авиации в Энгельсе. Талибан запретил женщинам работать в неправительственных организациях. В США в результате снежной бури из-за холодов погиб 41 человек. Госдума Российской Федерации разрабатывает законопроект о повышении налогов для уехавших из страны россиян. Российские и украинские СМИ сообщают о взрывах на российском военном аэродроме в Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики. Авиабаза в Энгельсе в Саратовской области расположена не менее чем в 700 километрах от границы с Украиной. Украинское агентство новостей РБК Украины сообщает о двух взрывах в районе авиабазы. Российский телеграм-канал «База» со ссылкой на местных жителей сообщает, что в городе были слышны сигналы воздушной тревоги и звуки взрывов. По предварительной информации телеграм-канала «Осторожно! Новости», взрыв произошел на аэродроме Энгельс-2. Канал отметил, что это авиабаза Воздушно-космических сил России. В его сторону направлялись расчеты и экстренные службы. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что силовики проверяют информацию о происшествии на военном объекте в Энгельсе. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Министерство экономики талибов в своем заявлении в субботу приказало всем национальным и международным неправительственным организациям отстранить своих сотрудников, женщин, от работы. В министерстве предупредили, что если какая-либо организация, которой оно выдало лицензию, не выполнит приказ, ее лицензия будет аннулирована, передает Толо Ньюс. Афганские власти отмечают, что сделали это после серьезных жалоб на их дресс-код, сообщает АФП. Поступили серьезные жалобы на несоблюдение правил ношения хиджаба, а также других правил и предписаний, касающихся работы женщин в национальных и международных организациях, говорится в уведомлении, разосланном всем НПО, копия которого была получена АФП и подтверждена представителями министерства. Министерство экономики предписывает всем организациям прекратить работу женщин до дальнейшего уведомления. Это распоряжение поступило менее чем через неделю после того, как министр высшего образования запретила женщинам посещать университеты. По утверждению министра высшего образования Нада Мухаммеда Надима, одной из причин стало то, что студентки зачастую не носили хиджаб. Объявление вызвало широкую реакцию со стороны НПО и афганцев по всей стране. В США в результате снежной бури и из-за холодов погиб 41 человек, об этом сообщает НБС. Смертельные случаи зафиксированы в 12 штатах – Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. По данным Flint Edward, по всей стране отменено более 3300 рейсов, свыше 11 тысяч рейсов задержаны. Сильный шторм обрушился в частности на район Буффало в Нью-Йорке. Там из-за ледяной метели погибли 7 человек. Во всем штате жертвами непогоды стали 12 человек. Этот шторм войдет в историю как самый разрушительный в истории Буффало, заявил губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул. По данным АП, вчера, 25 декабря, у более 200 тысяч жителей США из-за шторма отключилось электричество. Неполадки были зафиксированы, в частности, в штатах Мэн и Сиэтл. Температура воздуха падала до минус 45 градусов. Снежный шторм также обрушился на Канаду, по всей стране отменены сотни авиарейсов. Госдума Российской Федерации разрабатывает законопроект о повышении налогов для уехавших из страны россиян, сообщил председатель Нижней палаты Российского парламента Вячеслав Володин, пишет deutschewelle.com. По словам Володина, до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны. При этом есть и такие, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. И это неправильно, подчеркнул председатель Госдумы. В декабре стало известно, что правящая в Российской Федерации партия «Единая Россия» работает над законопроектом, запрещающим уехавшим за границу россиянам работать удаленно по некоторым специальностям, перечень которых определит правительство. Издание «Верстка» написало, что ограничения могут затронуть работников сферы информационной безопасности и ряда других важных для государства областей.